Аллилуйя! Вильвон стан до начояс и вокяс, до новичко, кыкшур скыж, койма дво, кучкис, мянлы плешка. Эджидате едмысты моего им тая кададжис, и вуджим тая вильвоас, и едмыслы шедесиджи мой медвод джалун тая вежа лун, ловжан лун Христослен, давеста заводи там, янцошкам чань. Всех с Новым годом, всех рад видеть, те, кто героически, так сказать, встретил Новый год, выстоял и еще имел силы восстать с утра и прийти в храм Божий. Слава Богу, что чувствуете в себе потребность быть в храме и присоединиться к небесному сонму в славе и благодарностью Богу за новый день. И мы также сегодня восстанем и будем говорить: слава тебе, Господь. Но у нас как бы рождественские дни, правда же? Как бы у христиан Рождество затмевает Новый год. И поэтому мы, как в рождественские дни, как приветствуем друг друга. Христос родился. Бог воплотился. Христос родился. Мир изменился. Слава, аллилуйя! Вот с этой надеждой мы живем, с этой верой двигаемся и существуем, как говорят некоторые баснопевцы. Давайте я прочитаю вам Псалом 19. Это пожелание царя Давида своему сыну в Новый год. Что он ему желал? 19-й Псалом. Ну, начнем с коми текста. То есть принимайте это слово на свой счет. Хорошо? Вот прямо себе. Этот Давид из тех древних времен прямо тебе говорит. Вот прямо тебе говорит. Не Соломону уже. Меткылас тене Господь шекыткады. Медория стене, яков енлен нимыс. Медмыдыда стенед отсексе вежаинчань, да йонмада стене шиончань. Мед каштышта стенчит ставаем виште. Мед бурваем тор воас енмыслы щелем вылаз. Мед Господь щета стенет щелем щертеет. Достав тенчит косемте збульмадас. Ми, кутам ним кодяшны, тенад вермамыш. Ен нимен ми кыпадам вермам елыш дарапас. Господь мед могмадас став тенчит коремте. Ыны метыда, мой Господь мезде ашис мафтыштымасы. Воча виде силы, асла свежа енышчань. Мезде съес, вына вешкытки нас. Утес, ошищены вы ясен, мыдьяс тарантас ясен. Ами, ошища мен Господь ен нимен. На алигыш вунисны, да ушисны. Ами суфтым коквылы, да зумы да сулалам. Аминь. Нече бурщем, да, ведь волевок ежелы? Так, по-русски читать или не надо? Итак, Давид поздравляет вас с Новым годом и желает все, что у него самое ценное. 19 Псалом. Пусть ответит Господь
тебе в день печали. Пусть хранит тебя имя Бога Якова. Пусть пошлет Он помощь тебе из святилища. Пусть поддержит тебя, Сиона. Пусть вспомнит Он все жертвы твои и все сожжения твои примет. Пусть даст Он тебе, чего ты желаешь, и совершит все твои мечты. Мы будем кричать от радости о твоей победе. Поднимем знамена во имя нашего Бога. Пусть исполнит Господь все твои просьбы. Теперь я знаю, Господь спасает своего помазанника, отвечает ему со святых небес своих, спасающей силой своей правой руки. Кто-то хвалится колесницами, а кто-то конями. Мы же хвалимся именем Господа нашего Бога. Они ослабели и падают, а мы поднимемся и стоим твердо. Аминь. Аллилуйя. Спасибо тебе, Давид, за хорошие слова. Спасибо за это поздравление. Никто еще меня так хорошо не поздравлял. Аллилуйя. Давайте помолимся, поблагодарим Господа нашего. Отец наш, спасибо тебе. Все твое желание, Господь, услышать нас, ответить нам, воздать каждому человеку в чем он нуждается. И ты, Господь, сейчас видишь каждого здесь стоящего, ты видишь нас как церковь, ты видишь каждого в отдельности, ты видишь, Господь, в чем нуждается община. И ты, Господь, даруешь то, в чем нуждается община, чтобы она двигалась, служила, прославляла Твое имя, как одно целое, как одно тело, как один организм, как отдельные люди, которые нуждаются в друг друге. И Ты, Господь, даруешь это нам. Спасибо Тебе, что в этом году, новом году, Ты, Господь, приготовил что-то для церкви. Какое-то, Господь, движение вперед, что-то Ты подкрываешь. Новое служение, новые формы служения, новое понимание, Господь. Ты живой Бог, Ты Дух, двигаешься, Ты лучше знаешь, куда и как вести. Спасибо Тебе за это. Благодарю Тебя, Боже мой, что Ты знаешь и учитываешь нужды каждого в отдельности. Ты знаешь, Господь, личные нужды, личные искания, просьбы, Господь, и слышишь их. Тебя, Господь, не утруждают молитвы, а Ты говоришь, что Ты слышишь с удовольствием, принимаешь их. Спасибо Тебе за это. Благодарю Тебя, Господь, что Ты открываешь нам, как должно молиться, каким образом, Господь, приходить к Твоему престолу. Спасибо Тебе за это. Ты учишь нас, и мы нуждаемся в этом. Никто из нас не может сказать, я знаю, как надо молиться. Но мы каждый раз приходим к Тебе и говорим, Господь, вот как сейчас надо помолиться? И ты что-то открываешь, что-то в сердце наше скрываешь, то, что необходимо, о чем помолиться. Спасибо Тебе, Господь, за прошедший год. Спасибо Тебе, Господь, за каждый день, что Ты был с нами. И в самые такие тягостные моменты наших размышлений, мыслей, как и что, как поступить, как к всему относиться, все-таки в конце концов Ты приводил наш дух в состояние мира. Все-таки, Господь, через всякие волнения, возмущения, Ты все равно своим духом приводишь наш дух к миру. Наш разум, Господь, приводишь к миру. Это Твоя рука, Господь. Ты действуешь в своих людях, в своей церкви. Благодарю Тебя, Господь, Бог мой. Конечно, мы молимся о мире на земле. Мы молимся, Господь, чтобы гнев, злость, ненависть людей была обуздана во имя Иисуса Христа. Была обуздана, как обуздывают несмысленного дикого осла. Ты желаешь, Господь, чтобы человек властвовал над собой, властвовал над своими чувствами, властвовал над своим разумом воспаленным. Господь, Ты этого желаешь, и мы об этом просим. Господь, дай обуздать всякую ненависть, всякую вражду.
обуздать их удилами. А это Ты делаешь, Господь. Спасибо Тебе за наступивший Новый год. Мы не знаем, Господь, что там Он несет нам. Мы о одном просим, что бы ни было. Мы просим Тебя, Господь, дай нам всегда уповать на Тебя. Помоги нам в этом. Уповать на Тебя. Никогда не терять надежду на Тебя, Господь. Во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Боже мой, что вы видели бы все возможности, которые Ты нам даешь для того, чтобы возрастать в вере, возрастать в служении, возрастать в доверии Тебе, Господь, возрастать в любви, возрастать в милосердии. Во имя Иисуса Христа благослови. Мы для этого, мы взрослеем с каждым годом, но не только годами, но Ты, Господь, взращивая с нас свои духовные плоды. Спасибо Тебе за это. Благослови, Господь, это время. Благослови, Господь, каждого смотрящего. Благослови, Боже мой, чтобы в каждом сердце, в каждом доме владычествовал, был на первом месте Твой мир, который поглощает все остальное. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя, будьте благословенны. О, давайте поприветствуем Полину. Рады тебя видеть. Может быть, что-то скажешь нам? Какие-то приветы из Питера. Микрофон, да, работает. Я очень рада сегодня быть здесь, я очень рада быть в прославлении. Вот. Я вообще благодарна Богу за эту церковь, потому что это мой дом. Аллилуйя, приятно слышать. И мне вообще очень приятно сюда возвращаться, такие сразу воспоминания теплые. Аллилуйя. Вот. Рада всех вас видеть. Взаимно. С наступившим Новым годом. Спасибо. Спасибо. Ленёлем Ставлы, мир Божий, дорогая церковь. Мы хотим сегодня начать с такой детской песни. Этот день сотворил Господь. Господь сказал нам: будьте как дети. Чем отличаются дети от взрослых? Дети все еще верят в чудо, а взрослым уже трудно. Мы более прагматичные, нам надо что-то пощупать, да? А мы, слава Богу, что мы уже здесь. Сегодня это уже чудо большое, что мы здесь собрались сегодня, 1 января в 12 часов. Господь да благословит каждого восставшего, и пусть будет имя Божье прославлено сегодня. И как мы начнем этот год, так его и проведем. Господь да благословит его. Аллилуйя! Таилун, Таилун, зевка жалун, щетима Господь, ще левщань, вилиш там єм сошками, Таилун, це щетима єм, вилиш сіє сошки лимів, кажалун, зевнолив лун, щетима Господь, жудане, місце змінив, жудане, місце змінив, жудане, місце змінив, щила, аллилуйя, місце змінив, жудане, місце змінив, жудане, місце змінив, жудане, місце змінив, щила, аллилуйя, місце змінив. Этот день, радостный день, сотворил Господь, на радость нам и веселье, Этот день сотворил Господь, на радость нам и веселье, Этот день, радостный день, сотворил Господь. Я так рад, что спас меня Иисус. Я так рад, что спас меня Иисус. Я так рад, что спас меня Иисус. Пойте славу, аллилуйя, спас меня Иисус. Я так рад, что спас меня Иисус. Я так рад, что спас меня Иисус. Я так рад, что спас меня Иисус. Пойте славу, аллилуйя, спас меня Иисус. Таилун,
Всех приветствую, любовью Господа нашего Иисуса Христа. И мы будем читать послание апостола Павла к Галатам, 2 глава, с 8 и ниже стихи. «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. Ибо в нем обитает вся полнота божества телесно. И вы имеете полноту в нем, который есть глава всякого начальства и власти. В нем и вы, обрезаны обрезанием нерукотворным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым. Быв погребены с ним в крещении, в нем вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил его из мертвых». Дорогой Небесный Отец, мы сейчас в новом году, мы вошли, Господь, в этот год, но все равно Ты с нами, в нашем сердце, в нашей жизни, и Ты нас любишь, и мы Тебя любим, Господь, очень сильно. Будем прославлять Тебя, славить Тебя, Отец наш, Господь наш. Аминь. Иисус, мое сердце переполнено. Я люблю Тебя, Ты чудесный. Иисус, Ты слаще капель меда. Мое сердце, моя жизнь, все для Тебя. Иисус, мое сердце, Иисус, мое сердце переполнено. Я люблю Тебя, Ты чудесный. Иисус, Ты слаще капель меда. Мое сердце, моя жизнь, все для Тебя. Нашел сокровище Иисус. Нашел я сокровище, что лучше золота. Иисус, я люблю Тебя, мой Бог и мой Господь. Мое сердце, Иисус, мое сердце переполнено. Я люблю Тебя, Ты чудесный. Иисус, Ты слаще капель меда. Мое сердце, моя жизнь, все для Тебя. Нашел сокровище я, Иисус. Нашел я сокровище, что лучше золота. Иисус, я люблю Тебя, мой Бог и мой Господь. Сокровище Иисус. Нашел я сокровище, что лучше золота. Иисус, я люблю Тебя, мой Бог и мой Господь. Еще раз, Иисус. Иисус, нашел я сокровище, что лучше золота. Иисус, я люблю Тебя, мой Бог и мой Господь. Я люблю Тебя, мой Бог и мой Господь. Я люблю Тебя, мой Бог и мой Господь. Линьолам ставнедли. Як дадайми єннес радійте, відже, лидям галатиме дадам гіжедиш, ньоляд юриш, ньоляд юрвіщань. Корвой сурчитем кадес, єнмес модедес аші спісе, кодес анчуждес. Єн пі олис индадулын, медем ньобны индадулын олыш ясес, бошны миянес нывпи пыдди. Önneti jen nuvpi. Tavasna jen šetis šilemanet pīsli šlovse. Tā ir loli šaše. Ava, bāķei. Sička tie abuņin kesiegjas.
ати нывпи. Нывпике, сичке Иисус Христос пыр, еншань, вичмедемасе, боштиш яс. Аминь. Дорогой Господь, я просто молюсь сейчас за каждого в этом здании, Господь. Я хочу, чтобы каждый из вас прямо сейчас просто закрыл глаза и просто представил перед собой Иисуса, который стоит очень-очень близко каждому из вас. И давайте просто в радости поблагодарим Его за весь этот год, который прошел, за следующий год. И как в Библии написано, всегда радуйтесь, непрестанно молитесь и за все благодарите, ибо в этом есть воля Божья в каждом из вас. И, Господь, я прошу, я благодарю Тебя за эту церковь, Господь. Я прошу Тебя просто, пусть будет здесь великое пробуждение, Господь, пусть будет Твой Дух в этой церкви, Господь. Просто благодарю Тебя за каждого человека, Господь, чтобы тот путь, который Ты приготовил для каждого, он просто исполнился в этом году, Господь, чтобы каждый встал на ту тропинку, которую Ты ему приготовил, Папа. Я прошу Тебя за каждого человека, Господь, просто поблагодарить Его сейчас. Им будем петь песню, и я хочу, чтобы вы прям осознанно говорили это Иисусу, который прям очень близко с каждым из вас сейчас. И Он будет также близко на протяжении всего года и всей вашей жизни, если вы этого захотите, если вы это примете, и вы сделаете выбор в сторону Иисуса. Аминь. Он есть в яслях уснувший младенец, и пророчеств исполненных цель. Он есть Сын Бога единородный, долгожданный Мессия всех дней. Он надежда страдавшему миру, помощь тем, кто угнетен. Жизнь свою давший Он пастырь, народа царь своего. И недостаточно слов, чтоб поведать все, что вокруг может быть только тенью, чтобы явить всюду силу любви, как Иисус победил на кресте все силы тьмы. И лишь когда прозвучат трубы звуки, и для народов день вечный наступит, непостижимая слава придет, мир узнает Его. В тот день каждый все поймет, кто же Он есть, кто же Он есть, кто же Он есть, кто же Он есть. Мудрости Он источник и сила, светит ярче всех звезд Его свет. Он есть чудный советник, князь мира, крепкий Бог Он и царь всех царей. Он Господь, Он владыка народа, Он есть Спаситель людей. Словом Он дарит свободу, начало Он и конец. И недостаточно слов, чтоб поведать
Новичка, Раштвоин, Вельвоин. Читаем Еврею 11 главу с 1 стиха. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В ней свидетельствованы древние. Верою познаем, что веки устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое. Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще. Верою Енох переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. А без веры угодить Богу невозможно. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Аминь. Господь да благословит каждое сердце дающее. И в первый день этого года принесем наши дары пред Господом, благословим церковь. Слава Ему, аллилуйя. Ты моя защита, крепость жизни моей, Ты мой утешитель, я бегу к Тебе, Ты моя опора, Ты моя скала, я отдаю Тебе сердце навсегда, я поклоняюсь Тебе, мой Отец, я поклоняюсь Тебе, Иисус.
Отец, слава, слава, слава Тебе. Мы поклоняемся Тебе, Господь, всей своей душой, сердцем, разумением. Этими приношениями мы тоже, Господь, поклоняемся Тебе. Выражаем, Господь, Тебе благодарность. И понимаем, Господь, что Ты доверил нам заботу о церкви, заботу, Господь, об общине, заботу, Господь, о людях, которые в нужде. Поэтому, Господь, Ты говоришь, чтобы мы были открытые сердцем, открытые рукой Своей, чтобы быть жертвенными, щедрыми, Господь, на всякое доброе дело. Спасибо Тебе, Господь, что Ты поощряешь нас, вдохновляешь на всякое доброе дело, подбадриваешь нас, Господь, удаляешь всякое какое-то уныние, Боже мой. Спасибо Тебе за это. Благодарю Тебя, Боже мой, что мы можем быть вместе с Тобой, со творцами, с работниками, Господь, сегодня здесь, на этой земле. Тебе да будет слава за все Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь. А сейчас все наши детки в новом году в первый раз придут на сцену, в этом году имеется в виду, прославлять Бога. Пожалуйста, проходите. Веселого Рождества вам, веселого Рождества вам, веселого Рождества вам, счастливого года. Давайте в ладоши хлопнем, давайте в ладоши хлопнем, давайте в ладоши хлопнем на радость всем нам. Давайте разочек прыгнем, давайте разочек прыгнем, давайте разочек прыгнем на радость всем нам. Давайте прославим Бога, давайте прославим Бога, давайте прославим Бога Иисуса Христа. Веселого Рождества вам, веселого Рождества вам, веселого Рождества вам, счастливого года. Давайте в ладоши хлопнем, давайте в ладоши хлопнем, давайте в ладоши хлопнем на радость всем нам. Давайте разочек прыгнем, давайте разочек прыгнем, давайте разочек прыгнем на радость всем нам. Давайте прославим Бога, давайте прославим Бога, давайте прославим Бога Иисуса Христа. Веселого Рождества вам, веселого Рождества вам, веселого Рождества вам, счастливого года. Аллилуйя. Ну, давайте, детки, расскажем, как встретили Новый год. Давайте смелее. Что кому что подарили, какие игрушки. Может быть, конверты. Вообще ничего не подарили вам? Подарили все-таки? Ну, а то я как-то напрягся. Платье тебе подарили, а и ты его сразу одела. Молодец. Да, тебе понравилось это платье? Да, Ты очень хотела такое да, на Новый год? да. И родитель, или кто подарил? Может быть, Дед Мороз? Сережки, ну это точно Снегурочка? Аллилуйя. У кого еще что? Миша, колись. Колись, что тебе подарили? Настольные игры. Классные? Да. Понравилось? Уже все поиграл? Да. Всю ночь играл? Нет. Ярослав, что тебе подарили? Конфеты. Конфеты? Два подарка мне подарили. 2 конфеты.
Одну конфету и вторую. Нет. Одна упаковка с конфетами и вторая. С конфетами. Да. Я же угадал. Аллилуйя. Ну сразу не кушай. Ты поделился? Молодец. С кем? Со Со мной всеми- точно нет. Нет. Спасибо. Настя, что тебе подарили? Мне подарили фломастеры и набор для ногтей. Для ногтей? Да. И кому-то будешь красить или себе? Они те крашу. А Аните в нормал, все хорошо, Аните тоже перепало. Мне что? подарили Яндекс-станцию. Яндекс-станцию. Это что так? Что за станция? Это что это? Колонка Алиса. Колонка это, да? Да. И там можно сказать Яндекс. Кто, Алиса? Да. Алиса, доброе утро. Доброе утро, я давно вас ждала. Я приготовила вам утреннюю программу. Да? Алиса, доброе утро. Скажи, пожалуйста, погоду. Сегодня активирован? Да. Начаришь. Коробку конфет и беспроводные наушники. И еще много чего. Ой, потому что- балуют вас родители вообще. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, кого мы еще тут не спрашивали? Мирьям? Конфеты, сапоги. Я забыла. Это мы не всем перечислили. Водолазку. Мы вместе празднуем. Водолазку и... Ой, задарили много, тебя. еще Ой, много. задарили. Ну-ка, Даша, рассказывай. Что я хотела? Платье, да? Ой, красиво. Платье, гахел, конфеты. И еще много чего. Не, об этом не будем говорить, да? Слава Богу. Послушайте, вам даже больше подарили, чем Иисусу Христу. Иисусу Христу только подарили, что? Ладан, кусочек, смирну, непонятно что, и золото. Правда, не знаем сколько тонн. А вам сколько надарили? Вот надо сказать спасибо, что он, вернее, благодаря ему вошла эта хорошая традиция дарить подарки, да? Если бы не он, сегодня бы вообще были бы мы без подарков. Правда же? Можно сказать, Иисус, спасибо тебе, что ты придумал дарить подарки. Аминь. А у вас что-то есть сегодня подарить Иисусу? Не успели? Длинная ночь? Давайте благословим детей наших. Отец наш Небесный, спасибо Тебе. Спасибо Тебе, Господь, за подарки, которые Ты одариваешь нас каждый раз. У Тебя всегда есть что подарить, Господь. Все Твое сердце переполнено, чтобы дарить, что-то дарить всем, в том числе детям, Господь. И я благодарю Тебя, все Твое желание, чтобы человек жил в радости. И подарки – это то, что приносит радость. Я благодарю Тебя, Господь, что дети довольные, они радостные. И они точно знают, что самый великий подарок – это Ты, Бог, дал нам своего Сына Иисуса Христа. Так и сказано, это дар нам. А кроме этого, Ты подарил нам, даровал нам Духа Святого. Ты подарил нам, даровал нам спасение. Ты даровал нам жизнь вечную. Ты даровал нам церковь. Господи, чего только Ты не дал. Столько даров, что у нас не хватит возможности все это перечислять. Спасибо Тебе, Господь. Благословляем детей наших на этот Новый год, на их учебу в школах, где бы они ни учились, в воскресной школе, Господь, благослови. Благословляем их пребывать в храме Твоем. Благословляем их, Господь, возрастать в Твоем Слове. Благословляем их, Господь, возрастать в служении друг другу, в помощи друг другу, Господь, во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе, что Ты за ними очень хорошо следишь. Ты их воспитатель. Так и сказано, что Ты воспитатель их. Спасибо Тебе за это. Тебе да будет слава за все, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь. Будьте благословенны. С Богом. Если есть молитвенные нужды, то принесите, пожалуйста. Аллилуйя. Так, у нас есть именинники? Давайте. Кто? Кто объявит именинника?
Иван Анканта. Давайте поаплодируем. Поздравляю тебя, Иван. Видишь, как тебе подфартило, да, родиться в первый день Нового года. Слава Богу. Мама как-то, видимо, старалась, да, так вот. Ну, в начале пути, да, а в конце-то мама, наверное. Слава Богу. Господь да благословит родителей твоих. Ну, выбирай благословение. М? Вот часть моя, говорит душа моя, так буду надеяться на него. Вообще. Видишь, как хорошо плакал Еремей. Так надо научиться еще плакать. Господи, ты часть моя, буду надеяться на тебя. То надо будем научиться так плакать. Аллилуйя. Слава Богу. Отец наш Небесный, спасибо Тебе, что мы можем благословлять друг друга именем Твоим, Словом Твоим, Духом Твоим, Господь. Спасибо Тебе, что у нас есть повод для этого всегда. Дни рождения, дни, когда мы вспоминаем о том, что мы когда-то появились на этот свет. И мы, Господь, благодарны Тебе, что мы не напрасно появились на этот свет. Мы для того, чтобы познавать Тебя. И спасибо Тебе за Ивана, что он родился в ту зиму, 1 января, 40 с лишним лет назад. Не просто так. Но Ты знал, Господь, что его звезда, Ты, Христос, зайдешь в его жизни, осветишь его путь. И эта звезда, Ты, Иисус Христос, поведешь его по жизни. И действительно, Ты удивительно его ведешь. И благодарю Тебя, Господь, до сегодняшнего дня Ты верен был и праведен по отношению к Ивану во всем. И спасибо Тебе, что и Ты обещал до конца быть верным. Спасибо Тебе за это. Ты доведешь всякое дело, начатое Тобой в Иване, до конца, и благословишь его всеми благословениями, восполнишь всякую его нужду, Господь, во всяком деле, во имя Твое. Благослови, Боже мой, то, о чем он мечтает, что в его сердце занимает очень много места. Это его служение на катере, Господь, приобретение этого катера и служение на этом катере. И, Господь, также яви, Боже мой, свою заботу и в этом вопросе, Господь, во имя Иисуса Христа. Ты это делаешь явно, и Ты доведешь это до конца. Тебе да будет слава за все Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь. Аллилуйя, Господь благословит тебя. Молитвенная просьба помолиться за Трубанова Сергея, который вот будет работать 21 день без выходных. Господь даст ему силы, конечно, даст во имя Иисуса. И еще за одну женщину тертышную, чтобы не болела, чтобы сильно не переживала за своего сына. Он на Украине. Сергей, всем привет, аллилуйя. Отец наш Небесный, благословляем Сергея, Ты даруешь ему силы, возможности, Господь, трудиться всю эту смену, 21 день, Господь. Благослови его, чтобы он во всем преуспевал в этой работе во имя Иисуса. И благослови Татьяну, сестру, Господь, благослови ее миром и упованием на Тебя, и молитвой, Господь, чтобы она не переставала с верой молиться за сына своего, где бы он ни был, во имя Иисуса Христа. Аминь. Ольга Лаврентьева лежит в больнице с пневмонией, муж Андрей также, у дочери депрессия послеродовая, просим молиться. Иван Васильевич лежит в больнице, молимся за выздоровление, также за Илью. Отец наш Небесный, молимся Тебе за
Ольгу Лаврентьеву, Господь, исцели ее во имя Иисуса. Мужа ее исцели во имя Иисуса. Дочь, Господь, восстанови ее всякую депрессию, да будет удалена во имя Иисуса. Ивана Васильевича исцели во имя Иисуса. Исцели Илью во имя Иисуса, Господь, Бог мой. Приносим Тебе каждого болеющего сейчас. И молим Тебя, Господь, об исцелении. Благослови Свету Савицкую, которая едет в Выборг. Благословляем ее в дороге и в пребывании в Выборге во имя Иисуса. Привет от Ромы Романова и всех поздравляет с Новым годом. Спасибо, Господь, благослови Рому. Тебе да будет слава, Господь. Приносим Тебе всех болеющих, всех сейчас чувствующих немощь, слабость, Господь. Во имя Иисуса благословляем их. Пускай в них поднимется эта сила, эта радость, Господь, о том, что Ты с ними, что Дух, как Ты говоришь, плоть немощна, а Дух силен. И Дух, который в них, Господь, Он сильнее. И Он дает силу плоти побороть всякую болезнь, всякий вирус во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе за это. Благодарю Тебя, Боже мой, что мы можем приносить наших близких и родных перед Тобой. И точно знаем, Твоя сила сейчас действует в них исцеляюще. Аминь. Аллилуйя. Садитесь на минуточку. Сегодня у нас как бы не план, обычно мы делаем причастие последний день воскресенья месяца. Последний день воскресенья, что это я не то говорю. Последнее воскресенье месяца, но в этом мы начинаем этот год с причастия и будем совершать первое воскресенье месяца. Это только сейчас исключение. И напомним себе, почему мы спасенный народ. Напомним себе, почему Господь спас нас. Чего вдруг? Напомним себе, что Он верен и праведен, что Он обещал это сделать, Он захотел это сделать, и Он очень любит спасать, поэтому спасает нас. Аминь. И Он договорился, Отец с Сыном договорились. Мы спасем этот род человеческий. И они сказали: аминь. Ударили по рукам и сказали: это нерушимый завет. Иисус сказал: я отвечаю за всех. Отец сказал: ты сказал. Он сказал: я сказал. Аминь. Аминь. Представляете, как я рассказал вам историю, тайну из тайн. Апостол Павел говорит: говорю вам тайну, сокрытую, а ныне открытую мне. Говорю вам тайну, ныне открытую. Господь говорит: я привлеку в этот завет всех людей. Аминь. А мы что говорим? Мы согласные. Мы завсегда согласные. Мы принимаем, нам от этого хорошо. Слава, аллилуйя Тебе, Господь. Мы согласны, что Ты нас принимаешь в ваш вечный небесный завет. Аминь. Иисус так и сказал: это завет, новый завет, да? И мы в него входим. И мы сегодня это сделаем в самом начале. Вот в самом начале. Прямо сделаем сейчас. Во имя Иисуса Христа. Сейчас прочитаем эти слова. Прочитаем эти слова. Аллилуйя. Послушайте, что говорит Иисус. Когда они ели, Иисус взял хлеб, благословив, разломил его, дал своим ученикам со словами: возьмите, ешьте, это тело мое. Затем Он взял чашу, поблагодарил за нее Бога, подал им со словами: пейте из нее все. Это моя кровь Нового Завета, проливаемая за многих людей для прощения грехов. Аллилуйя. Говорю вам, что я уже не буду пить плода виноградного до того дня, когда я буду пить с вами новое вино в царстве моего Отца.
Они спели и пошли на Илионскую гору. Цель завета, чтобы вместе с Иисусом, Его Царстве, пить новое вино. Цель завета, чтобы мы там восседали и с Ним общались, и пили новое вино. Ой, как я хочу попробовать это вино. Вместе с Ним. И Он говорит, вот для этого я все делаю, чтобы однажды мы сидели с вами там. Где там, не знаю, Царствие Его. Где оно, не знаю, Царствие Его. Он царь, а мы с Ним. Мы все вкушаем новое. Я говорю, это так можно было? Это вот так вот? Это вот так вот. Это все новое. Предвкушаете, да, уже? Давайте вот это предвкушать новое. Что-то будет вообще новое. Когда Бог говорит новое, Он говорит новое. Это значит совершенно новое. Что нас только еще не ждет. Нам кажется, что мы все уже перепробовали, все знаем, ничего нового, нас не удивить, мы подкованные со всех сторон. А он говорит, ой, как вы удивитесь. Вот как вы удивитесь, как это будет новое. Аллилуйя. Отец мой, спасибо Тебе, что мы можем приходить к Тебе и напоминать себе, почему мы спасенный народ, почему Ты так любишь нас, почему мы сегодня можем стоять и говорить, спасибо Тебе, Бог наш, что мы спасены для вечной жизни. Почему, Господь, Ты так захотел? Потому что Ты не можешь по-другому. Это любящий Бог, который желает спасать. Мы это догадываемся. Из слова, которое мы читаем. Так возлюбил Ты мир, так сильно возлюбил мир, что Тебя не остановило то, что для спасения этого мира надо отдать самое ценное, самое дорогое Сына Своего. И Ты пошел на это. И Ты заключил со Своим Сыном договор. Но что Он сделает? Это будет гарантией того, что Ты, Бог, примешь в свое царство людей этой земли. И Ты совершил это, Иисус. Ты совершил, потому что Ты во всеуслышание заявил на кресте. Совершилось. Я совершил это. И нам этого достаточно. Ты совершил, Господь. И Ты творишь в нас то, что необходимо, чтобы утверждать то, что Ты совершил, даже на кресте, чтобы это утверждалось в каждом человеке. Во мне это утверждалось и утверждалось. Твое дело, Твое совершенство, Твой подвиг, Твое служение, то, что Ты совершил для моего спасения. Ты это утверждаешь в моей жизни. Удаляешь всякое мое неверие, удаляешь всякое мои сомнения, удаляешь мои ложные надежды, удаляешь, Господь, все, что не имеет значения для спасения, а утверждаешь свою чистую истину. Ты совершил мое спасение на кресте. Спасибо Тебе. Я сейчас, Господь, церкви Твоей хочу утверждать это, принимая тело Твое и кровь Твою. Я утверждаю в себе самом. Ты, Иисус, совершил мое спасение. Аминь. Аллилуйя. Воздайте славу Господу. О, Отец и Сын, о Господь, Дух Святой, пред лицом Твоим мы приходим с хвалой, о чудесный Бог, возлюбивший нас, чтобы мы могли видеть свет Твоих чудных глаз. Распятый Христос за грехи людей в жертву принес свою кровь.
распятый Христос за грехи людей в жертву принес свою кровь святую, невинную кровь. Нет, нам не хватит слов, чтобы объяснить Твою любовь. Нет, нам не хватит слов, чтобы объяснить Твою любовь. О, Отец и Сын, о, Господь Дух Святой. Отец, Отец, спасибо Тебе, благодарность Тебе за хлеб, дающий, нисходящий, приходящий к нам с небес, за Сына Твоего, который сказал: «Я есть хлеб живой, всякий ядущий Меня не умрет вовек, но имеет жизнь вечную». Мы, Господь, сейчас приходим и утверждаем, что Ты, Иисус, в нас. Ты в нас, и Ты нас кормишь хлебом, самим собой. Спасибо Тебе за это. Благослови, Господь, каждого из нас принимать этот хлеб с благодарностью, с верой, с просьбой. Пускай эта истина воссияет в нас, Господь, во имя Иисуса Христа. Аминь. О, аллилуйя. О, аллилуйя. Сегодня много елея в хлебе. Слава Богу. Елей, Божье помазание, которое пребывает на нас. Иисус Христос, значит, Иисус помазанный. И хлеб тоже помазанный. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя, Иисус. Отец, спасибо Тебе, что Ты принимаешь свой вечный союз, вечный завет людей очищенных, святых, совершенных, без пятна и порока. И Ты, Господь, знал, что для этого очищения нужно небесное средство. И Ты, Господь, избрал Иисуса Христа, Сына Божьего, чтобы очистить нас от всякого порока, всякого греха, от первородного греха, от наших личных грехов, очистить нас и представить перед собой непорочными, пригодными для вхождения в Твой завет. Спасибо Тебе за это. И мы принимаем, Иисус, сейчас эту истину и говорим и утверждаем в себе. Мы очищены Твоей кровью. Мы освящены Тобой. Мы приготовлены для вхождения в Твое Царство, потому что Ты очистил нас от всякого рода греха. Во имя Иисуса. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя.
Аллилуйя. Я провозглашу слова, а вы принимаете, и потом просто проходите, берите хлеб, который есть тело Иисуса Христа, берите чашу, которая есть кровь Иисуса Христа, и садитесь на место, и молитесь, и благодарите Бога. Аминь. Это и есть тело Иисуса Христа. Иисус Христос есть хлеб живой для вечной жизни. Это есть кровь Иисуса Христа. Кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. Будьте благословенны. Придите и с верой примите. Пожалуйста. Аллилуйя. Господи, благослови Мирьям во имя Иисуса Христа. Господь, благослови Викторию во имя Иисуса Христа.
Аллилуйя. Давайте встанем, поблагодарим Бога нашего, Спасителя нашего Иисуса Христа. Слава Тебе, Иисус. В Писании сказано, Господь, для нас, Ты говоришь, что это великая тайна, что Бог воплотился. Великая тайна. Это действительно мы не можем осознать, Господь. Это великая тайна. Когда мы берем хлеб и чашу, и мы говорим это в соответствии с Твоими словами, Иисус, говорим это тело и кровь Христа. Великая тайна. Но как Твое воплощение, Иисус, истина, хотя это величайшая тайна, но она истинна. Также и принятие Тебя через кровь, плоть Твою. Это великая тайна, но она истина. И мы благодарны Тебе, Господь, что мы можем утверждать, напоминать себе, что мы соединены с Тобой, Иисус. Ты соединен с нами. Как Ты нас принял в себя, так же и мы принимаем Тебя в себя. Великая тайна, но истинна. Спасибо Тебе за это. И мы благодарны Тебе, Господь, Бог мой, что мы связаны с Тобой вечными узами, вечными. Да будет прославлено Твое имя в нас, Отец, Сын и Дух Святой во веки веков. Аминь. Аллилуйя! Садитесь, пожалуйста. Слава Богу, слава Богу. Знаете, в Писании очень много различных тайн, правда же? Много тайн. Вообще не понимаю, как это так, непорочное зачатие Девы Марии. Как это может быть? Тайна великая, но она истина. Как это так? Господь, Бог, вечный Бог, стал человеком, жил среди нас. Тайна великая. Как это Он спускался в преисподние места и очистил преисподнюю, опустошил ее. Великая тайна. Где это Царство Небесное, которое Иисус Христос сказал? Царство Небесное среди вас. Пришло оно, здесь оно. Господь, дай нам пощупать Твое Царство Небесное. Великая тайна. Но эти все вещи, они истинны. Многие вещи сокрыты от нас, но истинны. Но что уж говорить о таких великих вещах, что даже когда мы читаем родословную Иисуса Христа, а сколько раз родословная упоминается в Писании Христа? 2 раза, да? Для чего-то это нам нужно. Почему-то апостолы, евангелисты считали нужным написать нам родословную Иисуса Христа. Но даже читая ее, если хватает сил нам прочитать, обычно же мы это место быстренько проскакиваем и дальше идем.
как бы не особенно не утруждаем себя в чтении этих имен древнееврейских. И так ли они звучали, вообще неизвестно. И так ли это действительно было, тоже большой вопрос. Но и там какие-то тайны мы видим. Даже вот в этих местах, там вроде никакой теологии особенно нету в родословии, но и там вопросы возникают у нас. Как это так? Что это такое? Как это мы должны воспринимать? И вот в Евангелии мы читаем о двух таких родословных. Одну пишет Матфей, апостол Матфей, и он начинает эту родословную сразу, да? Вот Евангелие начинается с родословной. И так и начинается Евангелие. Родословие Иисуса Христа, и дальше удивительная штука. Сын Давида, сына Авраама. Как-то вот взял и так произвольно. А Давида поставил раньше Авраама. Как это так может быть? Давид-то ведь позже жил или раньше жил Авраама? Сейчас начнут крутиться шарики, где кто когда жил. Кто раньше жил? Авраам, молодцы. Так, а Матфей говорит, сын Давида, а потом уже сын Авраама. Почему такое происходит? Почему ты, Матфей, так вольно пользуешься родословием? Кого хочешь, ставишь в начале, кого хочешь в конце. Почему это? Ну, может быть, мы думаем, наверное, Матфей писал для евреев. А для евреев было важно эта истина, что Мессия, Машиах, будет сыном Давида. Да? И это было для них важнее, чем то, что Мессия будет сыном Авраама. Как бы это сужало, легче было. Все дети Авраама. Да? Иисусу, помните, евреи говорили, мы дети Авраама. Все. Но Мессия придет от рода Давида. То довольно узко, и это можно проследить, эту линию. И вот Матфей, скорее всего, поэтому говорит, Иисус, родословие Иисуса Христа, сына Давида. У какого сына Давида? У Давида было столько сыновей. О каком сыне Давида? Кому ты уподобляешь Иисуса Христа? Которому сыну Давида? Сын Давида. У него было столько Давидовичей. Давидович один, Давидович второй, третий. Кто-то восстал, кто-то умер, кто-то не дожил, кто-то с завистью и умер. Который Давидович? Или Давидович? Для белорусов это как Елей, Давидович. Или Давидович? Кто он? На кого похож? На какого сына? А Авессалома, может быть, он красавец такой был. Ой, красавец. Все женщины с ума сходили. Такой красавец Авессалом. И Авессалом так собой гордился, так ему нравился. Сам себе в зеркале, что взял и построил себе памятник при жизни. Может быть, Иисус подобен ему? Он такой красавец. Он готов построить себе памятник нерукотворный, которому не зарастет народная тропа. Кто он? Кто? На кого он подобен, сын Давида? Кто? Соломон. Где-то у нас Соломон тут бегает. Соломон. А почему он подобен на Соломона? Чем он подобен на Соломона? Мудростью своей. А что сделал Соломон? Самое главное деяние Соломона всей его жизни. Храм построил. А Иисус что построил? Он сказал, я создам церковь мою. То есть как Соломон построил видимый храм, величественный храм. Люди приезжали посмотреть, как он его украсил, как его он устроил,
Как это все прекрасно сделано, сколько золота туда ушло. Как это все удивительно. И когда храм открывали, слава Господня явлена была там. Это удивительно было. И вот Иисус приходит, и Он говорит, я создам церковь. Да? Вот это вот качество сына Давида. Как Давид очень хотел, чтобы сам построить хотел, но Бог не разрешил ему, сказал, сын твой построит. Ты приготовил ему все. И он приготовил, и Соломон построил величественный храм. Люди приезжали посмотреть на него. Люди столетиями служили в этом храме. Огромное количество народа проходило через этот храм. Люди исповедовали свои грехи, очищались, совесть свою очищали. Примирение приходило между людьми. Когда кто-то двое ссорились, они приходили, приносили жертву и выходили из этого храма, пожимали друг другу руку и говорили, мир? Мир. До следующего раза. Мир. То есть огромное количество людей в этом храме получали освобождение, примирение, прощение. Приводили свои отношения в порядок с Богом, с людьми, с близкими. Это был центр служения вообще духовного понимания мира Бога. Был храм. Все происходило там. И вот нечто подобное происходит сейчас здесь. Есть утверждение, где сказано, вне церкви нет спасения. Вы слышали такое утверждение? Вне церкви нету спасения. И это правда так. Невозможно. Невозможно найти общение со Христом вне церкви. Он сказал, я создам церковь. И Писание подтверждает, Он есть глава церкви. И все люди спасенные, это только часть этого храма, которым является первосвященником кто? Сам Христос. Да? И вот Матфей это заявляет сразу. И мы думаем, вот в чем дело. Соломон строил храм, а Иисус построил церковь вселенскую. Соломон строил из камней, а Иисус строит из людей. Потом апостолы об этом говорят. Вы живые камни. Вы устрояете храм Божий. Правда же? Интересно же? Скажите аминь. Это удивительно, как мыслили апостолы, как они видели. И он заявляет, начиная эту дословную с Давида. То есть они смотрят очень широко. Что сделал сын Давида? Соломон, храм. А что сделал Христос? Церковь построил. Эта церковь расширяется, строится. Только каждый день она только расширяется. Аминь. И дальше он говорит, сын Авраама он, оказывается, еще. А сколько детей было у Авраама? Сын Авраама. Там был и Измаил, правда же? Там был и Исаак. Там были другие дети Авраама, от Хеттуры. Который? Что для нас важно? Нам важен Измаил? Или там что-то говорит сын Авраама, Исаак о чем-то говорит? Мы много знаем об Исааке. Что вы знаете об Исааке? Родился в старости, родился по обетованию, да? Еще что? И его чуть не убили. Отроком чуть его не убил, чуть батя, скажем, с уважением отец, чуть не зарезал жертву с благими намерениями. Хотел принести в жертву и уже связал даже его. Представляете, Исаак, отрока, сколько этим отрокам лет? Лет 20, может быть. Мог бы связать и отца своего престарелого. Отцу-то уже 100 лет. Он бы сказал, батя, ты чего? Взял бы, связал его и сказал, не дури, не дури. Но он этого не делал. А он дал себя связать, дал себя положить на жертвенник. Единственное, что он спрашивал.
Отец, а жертвенный баран-то кто? Ты еще не понял? Тебя уже связали, тебя уже положили. Отец, а жертвенный барашек-то где? И Авраам говорит в печали своего сердца: Бог смотрит себе жертву. Ой, мурашки бегут. Бог смотрит себе жертву. Я думаю, это он говорит со слезами вообще. Это последняя надежда. Господи, усмотри себе жертву. Господи, где эта жертва? И вдруг голос неба: опусти руку свою. Опусти, не делай ничего, отроку. Вот самое великое, что сделал Исаак, он был послушен и покорен своему отцу до смерти. И об Иисусе Христе также сказано: он послушен отцу до смерти, до крестной смерти. Вот он какой Иисус. Вот почему он сын Авраама. Он подобен Исааку, который безгласен, который не бунтует, который не говорит, что ты удумал, кому это надо. Ничего такого. Он говорит: жертва кто? Где бараш? Богу смотрит. И Бог усмотрел. Кого он усмотрел? Христа. Христа Иисуса. Иисуса он усмотрел. Но через много лет, тысячелетий будет вот она жертва. И Иоанн, креститель Иоанн, вдруг для него это так ясно стало в один день. Вдруг он так вот прямо озарение пришло. Смотрит на Иисуса. Вроде бы Иисус, а не видит Иисуса. Говорит: вот это Агнец Божий, который берет грех всего мира. Вроде смотрит на Иисуса, а видит Агнца. И говорит: вот он берет, вот он. Вот эти слова из древности. Бог усмотрит себе жертву. Вот представляете, через столетия, тысячелетия это откровение приходит к Иоанну. Он говорит: вот она, эта жертва. Бог усмотрел ее. Вот Агнец Божий. Тогда в той истории они нашли овечку, запутавшуюся, и принесли в жертву. Но это было спасение Исаака. И не более того. Но то, что видит Иоанн, он говорит: вот Агнец. Не запутавшийся рогами своими, а вот Агнец для всего мира. Не только для Исаака, а для всего мира. Вот Матфей это все разумеет. Матфей пишет родословие Иисуса, сына Давида. Почему он сын? И он сын Авраама. Почему он? В чем его смысл? Аминь. И вот читаешь эти тайны и удивляешься, насколько Господь даже в каких-то простых вещах, родословиях, как много сокрыто для нас и как много Он открывает для нас. И вот дальше апостол Матфей разделяет всю эту родословную, все эти перечисления, он говорит то, где родился, и разделяет на такие 14, я не знаю, как это, разрядов, наверное, да? Он говорит, от Авраама до Давида было 14 поколений, от Давида до переселения в Вавилон тоже 14, и 14 поколений от переселения в Вавилон до Христа. Для чего это он делает? Кому это важно? Что это 14? И 14 ли? Как бы считаем, и как бы не совсем 14. Видимо, у Матфея не все в порядке было с арифметикой, надо сказать. То есть, почему для него важно, даже почитывая, мы видим, что там не 14, да? Но почему ему важно? Не фактическое, а вот заявить это. Вот там 14, здесь 14, здесь 14. Чем-то отличаются эти периоды друг от друга?
Чем они отличаются? От Авраама до Давида 14 поколений. От Давида до Вавилона 14. От Вавилона до Христа 14. Чем эти периоды отличаются? И для чего это Матфею важно нам сказать об этих 14 периодах? Кто первый поднимет руку, тому конфетка. Ага. О, может быть. Ну вот посмотрите. От Авраама до Давида 14. Что за период? Кто правил в это время Израилем? От Авраама до Давида. Вообще, какая система была правления? Вот Авраам, да? Потом Исаак, потом Яков, потом 12 колен. Что за система правления в обществе? Как мы ее можем назвать? Такая патриархальная, общинная форма правления. Нету царя, нету еще такого, в суде там вообще анархия полная. То есть такая общинно-патриархальная система правления народом. Да? От Давида до Вавилона. Это что там были? Кто там были? Цари. И если мы читаем книгу Царств, Паралипоменон, мы видим, там разные цари были, и худые, и хорошие, но тем не менее была царская сильная власть. Там были войны, выигранные и проигранные, но все-таки каждый раз Израиль восстанавливался. То есть сильная царская власть. От Вавилона до Христа вообще полный мрак. Анархия, хаос. Что там происходило, мы толком не знаем даже. Какая-то вот анархия. Неужели нету таких авторитетов, как Авраам, Исаак, Яков? Нету таких авторитетов, как Давид, Соломон, Езекия. Нету этого. Чехарда происходит с царями, они меняются. Потом после Вавилона уже Израиль не был независимым, он всегда под кем-то. Вавилон, Ассирия, Греция, Рим всегда под властью кого-то. Восстание Маковеев, все это вот не привело к независимости государства. 3 разных политических строя. Общинно-патриархальный, монархический и анархический. Полное смятение. Да? И вопрос, ну и что? У нас что, политинформация? Для чего нам это надо знать? Для чего нам нужно иметь это в виду? Для чего Матфею это важно выделить это? Зачем он подсчитывает? Зачем он выделяет? И мы приходим к пониманию того, какой бы строй на земле не был, добра не жди от него. Не будет спасения твоей души, что ты мог бы сказать. Ну вот сейчас такой политический строй, такое устройство государства, и это способствует мне для спасения. Или наоборот. Ну вот у нас такое государство, такая система, нет возможности спастись. Он показывает, и такое было устройство, и такое было устройство, и этакое было устройство. Но пока не пришел Христос, надежды на спасение души не было. И не может этого быть. Но только с приходом Христа, который стал вот 14-м в этом последнем отрезке, Он включил себя в этот разряд 14 поколений, включил себя туда. Вот когда анархия, полная неразбериха, сказано, 400 лет Бог вообще молчит, ничего не говорит. Вдруг приходит Христос. Апостолы говорят, пришла полнота времени. Мы вообще не понимаем это, что такое полнота. Мы читаем
Бог молчит в Израиле. 400 лет, ничего не слышно. А Бог говорит, полнота пришла. Вот сейчас-то как раз самое время воссиять Спасителю на этой земле. И приходит Спаситель, вроде внешне ничего не говорит о полноте, но, видимо, внутренне была великая потребность людей в Спасителе. Настолько это было сильное ожидание Спасителя, что пастухи с легкостью верят и бегут, что Иисус Спаситель родился. Что волхвы, невзирая на расстояние, идут и поклоняются Спасителю Царю. Потому что ожидание Царя было очень велико. Было очень великое состояние ожидания, что-то должно произойти. Иисус должен, Мессия должен прийти. И люди были готовы к этому. Иисус приходит. Итак, оказывается, даже эти 14 разделов, которые Матвей почему-то делит, они немаловажны для нас даже сегодня живущих. Мы очень сильно уповаем на какие-то внешние обстоятельства, которые могут способствовать или наоборот не способствуют тому, чтобы принять верой Христа. А это все говорит о том, что какой бы строй ни был, какая бы политическая обстановка ни была, это не имеет никакого значения. Приходит Христос. Только тогда появляется возможность людям для истинного спасения. Потом мы читаем в этой родословной вот, упоминание разных женщин. Вроде в родословной женщины не должны упоминаться, правда же? Женщины взбунтовались. Как это так? Как без нас? Как бы в Израиле такое было раньше, что женщины особо не упоминались. А здесь Матфей сознательно упоминает не жену Авраама, Сару, не жен Якова и Исаака. А кого он упоминает? Странных людей, странных женщин, которых как бы, в 5 стихе сказано, Соломон стал отцом Вооза, матерью Вооза была Раав. Какое нам дело до этого, честно скажите? Какое нам дело? Кто был матерью Вооза? Он говорит, Раав. И если мы как бы не знаем историю, Раав и Раав, но мы-то знаем. И еврей, читавший эту родословную, тоже знал. Кто такая Раав? Она еврейка? Нет. А кто она? Хананиянка. Вы сразу о ее профессии начали говорить. Я же спросил о национальности ее, а вы сразу профессию ее упомянули. Она была хананиянка, то есть она не еврейка. А Бог как-то блюдил, по идее, чистоту еврейского народа. А тут она хананиянка. И Господь положил на сердце Матфея, упомяни, Рав, пожалуйста, упомяни. Не надо там расписывать о ее профессии, просто скажи, она мама Вооза. Все достаточно. Дальше читаем. Вооз был отцом Авида, матерью Авида была Руфь. Здравствуйте, товарищи. А кто такая Руфь? Вот, это уже молодцы. А профессия у нее какая была? Библия умалчивает. Она моавитянка. Но она тоже, оказывается, не еврейка. Но тоже очень как-то странно она себя вела с Воозом. Да? К ногам чего-то где-то льнула. Чего вдруг? Человек спит, никому не мешает, она подлазит туда к ногам его. Ну, женщины так себя не ведут. Даже если ты моавитянка. То есть, как бы можно было, получше людей, как бы, женщин вспомнить. Дальше он говорит, Давид был отцом Соломона, матерью Соломона была бывшая жена Урии. Ну, тут уже рука Матфея не поднимается называть эту женщину по имени. Он просто говорит, бывшая жена Урии.
Ну, Господи, ну об этом же можно было промолчать. Ну, просто напиши. Просто напиши. У Соломона была мама Версавия, очень хорошая женщина. Зачем ты пишешь, что она была бывшая жена Урии? Матфей, ну ты всякую, ну как-то ведь надо же поддерживать реноме родословное Иисуса Христа. Там же были все святые, у всех были нимбы, все они были непорочно зачатые от первого до последнего. Ничего подобного. Вот иногда сейчас думаешь, почему так церковь пытается превознести Марию? Господь с ней, Господь благослови ее имя. Но как бы католическая церковь вообще заявляет, Мария сама родилась от непорочного зачатия. Ну, вы знаете эту, да, историю? Католики считают, что Мария была сама зачата непорочно. Сама. Но это в Библии точно нет. И как бы нужды-то в этом нет. Ну, православные говорят, не-не-не, это перебор. Но то, что она воспитывалась при храме, это точно. Вот почему это точно? Она в Назарете жила, а храм где? Чего надо там будет воспитываться? То есть вот эти вот желания сделать человека каким-то вот особенным, сверхъестественным, что-то невозможное. Иначе как Иисус мог? Матфей по своему неразумению, может быть, а может быть по своему откровению, как бы говорит, нет, ребята, нет нужды приукрашивать нас. Нет нужды рассказывать, какие мы хорошие. Если бы мы были хорошие, к Христу не надо было сюда приходить. Но даже так случилось, что в родословии самого Христа, которые хорошо изучили, были не совсем женщины какие-то были легкого характера и какие-то странного поведения, и даже не еврейки. Но от этого разве Христос перестал быть Христом? Разве от этого Иисус Христос перестал быть Сыном Божьим? Разве от этого Иисус перестал быть совершенным человеком? Нет. Нет нужды вот этого делать все. И Матфей это пишет. И он напоминает нам, Иисус Христос пришел спасти не праведников, а кого? Грешников. И для него не было как-то стрёмно, или как это называть по-другому, как-то вот неприятно родиться от такой родословной, где там встречаются непонятно какие женщины, непонятно какие мужчины. Нет. Ему этого не было важно. Почему? Потому что, как говорил, сказал, рождаемое от тебя святое. Дух Святой снизойдет на тебя, и ты зачнешь. Вот что важно. Аминь. И для нас это важно тоже понимать, почему Матфей пишет о том, что там встречались женщины в родословной, которые как бы по закону даже не должны были там быть. Это было родословие Иисуса Христа по Матфею. То есть он начал с Авраама и пришел к Иосифу. У нас тоже вопросы возникают. Как так? Иосиф ведь не отец Иисуса. Почему тогда приводится родословие Иосифа, обрученного Марии? И заканчивается так. Иаков был отцом Иосифа, мужа Марии, которая родила Иисуса, названного впоследствии Христом. Как так? Матфей приводит родословную не Марии, а приводит родословную Иосифа, которая тоже восходит, понятное дело, к Аврааму. Есть ли какой-то пример еще в Писании, когда происходило вот такое усыновление, законное усыновление? Хотя вроде бы этот
ребенок не мой, но я усыновляю его и ставлю его в ряд своих детей. М? Не-не-не, библейская история. Что, Моисей? Нет. Фараон не усыновлял его. Помните историю? Историю. Яков, престарелый уже, плохо видит, сидит на своем одре. И приходят к нему за благословениями. И приходит Иосиф. Иосиф приходит и приводит своих двух сыновей. Одного зовут Манасия, второго зовут Ефрем. И Иосиф возлагает на них руки и объявляет. Яков возлагает руки на Манасию и на Ефрема и объявляет, что отныне это мои дети. И права моих детей распространяются на них. И что это привело к себе? К чему это привело? Что появилось два колена, совершенно самодостаточные, со всеми юридическими правами. Колено Манасии и колено Ефрема. А колена Иосифа нет. Да? Вот такая история произошла. Чего вдруг? Когда Яков заявляет Иосифу, чья жена была египтянка, что отныне его дети, рожденные в Египте, Манасия и Ефрем, это мои дети. Больше не твои. Это усыновление было со всеми вытекающими правами законными, юридическими. Они стали патриархами своих колен, своих родов. Манасия, мы знаем, и Ефрем. Причем Ефрем стал огромным коленом. Ефремом часто называли все северное Израильское царство. Ефрем. То есть он поглотила всех остальных. Манасия остался больше с Иудой, но сильно о нем никто не говорит. Но посмотрите, да, история. И вот здесь то же самое, такая же история. Яков принимает сына Марии, усыновляет. Иосиф. Я все перепутал в этих еврейских именах. Иосиф. Да, Иосиф уже. Принимает новозаветный, принимает младенца Иисуса и усыновляет его. Поэтому Матфей ведет родословную от Иосифа к Аврааму. Аминь? Понятно, да? Это все на законных основаниях. Да? И в Библии этому есть примеры и подтверждения. И дальше мы посмотрим одно от Луки, родословную. Она записана в 3 главе с 23 стиха. И здесь Лука начинает также говорить Иисус. Иисусу было около 30 лет. Это Лука 3:23. Иисус было около 30 лет, когда он начал свое служение. Он был, как все думали, сыном Иосифа, предки которого были. И дальше он начинает перечислять, то перечисляет уже родословную Марии. Да? И он перечисляет, и потом приходит. Предками были Иисуса Енос, Сиф, Адам, Бог. Да? Лука дальше пошел, чем Матфей, и пошел до Бога. О чем это говорит? Это говорит о том, что для него было важно, что его читатели не только евреи, но в том числе и люди из языческой среды, из греческой среды. И для них больше было важно, какой Бог родил Иисуса. То есть мышление греческое какое? Вот у них же сон богов, и все герои
например, как герой-то греческий, самый мощный-то, Геракл, он же сын Бога, правда же? Полубог, можно так сказать. И вот для них у всех вот это вот, и такая вот мозги такие, что если человек геройский, значит он должен быть сыном Бога, да? Сыном Зевса. И вот Лука, когда это пишет, он это имеет в виду, что вот для них, для язычников, это важно. И он заканчивает, он говорит, послушайте, Иисус, сын первого человека, Адама, не чита вам, но более того, он сын Бога. Бога. И для грека с этими мозгами греческими нормально принять. О, Иисус, сын Бога, геройский герой, круче, чем наш Геракл. Да? Или Ахилл, или кто там еще у них были, да, эти боги. Это вот. Лука пишет об этом Бог. Он от Бога происходит. Но вы когда-нибудь подсчитывали, сколько имен упоминает Иосиф, Лука в своей родословной? Сколько имен? 77. Все сказали, да, конечно же, мы так и думали. По-другому не может быть. 77. 77 имен Лука вычислил и написал для нас. Ну, кажется, 77 и 77, какая разница? Имеет ли это какое-то значение? Ну, здесь одна заковырка есть, одна тайна. Хотите ее узнать? Смотрите. Бытие, 4 главе, с 23 стиха, вдруг ни с того ни с сего выскакивает такой товарищ, как Ламех. И записан разговор Ламеха со своими женами. Вроде, кому это надо? Мало ли о чем Ламех разговаривал с своими женами или еще кто-то. Но нам почему-то в первых главах, из первой главы Библии, подслушанный разговор Ламеха с женами. Причем очень нелицеприятный разговор. Там фактически идет разговор о том, что человек признается в преступлении. 23 глава, 4 стих, 23 стих. 4 глава Бытия, 23 стих. Ламех сказал женам, Ада и Цилла, послушайте меня, жены Ламеха, внимайте моим словам. Я убил мужчину за то, что он ранил меня, и юношу за то, что он ударил меня. Если за Каина отомститься в 7 раз, то за Ламеха в 77 раз. Вроде бы, о чем речь? Этот Ламех знал про Каина. В это время жил еще Адам. Ламех жил во времена Адама. Сам Адам еще жил. После этого разговора у Адама еще родился 3-й сын. И вот Ламех говорит, и ты представляете, тогда уже жизнь какая была? За то, что мужчина ранил меня, и за то, что юноша ударил меня, я их убил. Жесткие нравы были. Он тебя только ранил, а ты его убил. Он только тебя ударил, а ты его убил. И Ламех жесткий товарищ был, и он говорит, жены, мы сейчас все будем в круговой поруке. Я вам признаюсь в преступлении. Я убил 2, мужчину и юношу. Вот представьте себе, муж приходит к вам и говорит, я убил 2. И суда нету никакого, и судьи нету. И никто не может ему сказать, иди сюда, и мы тебя тоже убьем. Но он выносит себе приговор. И он говорит, он знает про разговор с Каином и о том, что Каину отомстится в 7 раз. А Ламех говорит, я сам себе приговор выношу. За Ламеха отомститься в 77 раз. Вообще, мы не можем понять это, что это такое в 77 раз. Мы не можем понять это, как это связано, каким образом. Может быть, с переводом какая-то проблема.
Но факт то, что здесь говорится о 77. Помните, Петр подошел к Иисусу и говорит: Иисус, у меня есть брат, не Яков, не Андрей, а там Варфоломей какой-то. И он мне надоел. 7 раз грешит в день. Сколько раз я должен его простить? Может быть, 7 раз я прощу и хорош? Иисус говорит: не говорю тебе 7 раз, а 70 по 7. И мы ломаем голову, что это такое. Сколько раз надо простить? Ну, как бы мы говорим, что значит всегда надо прощать. Но в свете вот этого всего давайте посмотрим на эту историю с другой стороны. Лука приводит в своей родословной 77 поколений. 77 имен. И Ламех говорит пророчески, этот убийца пророчески говорит: через 77 поколений с меня снимут грех убийства. Может быть такое? Иисус, зная всю эту историю, конечно же, говорит Петру: Петр, о чем ты говоришь? Ты не можешь своего брата простить. И спрашиваешь, сколько раз? Я прощаю все поколения, все, которые были до нас с тобой, 77 поколений, прощаю за все их грехи. В том числе прощаю грех Ламеха, когда он убил несправедливо за то, что его кто-то ранил и кто-то его ударил. Я прощаю 77 поколений. А сколько в этих поколениях людей, только Богу известно. И он говорит: я всех их прощаю, а не только брата своего. И я думаю, Петр понял эту историю, что вопрос не только в брате и сколько раз его простить. А Иисус говорит: ты мне это говоришь. Я тебе скажу, я прощаю все 77 поколений. И вот сейчас наступает тот момент, когда ожидания Ламеха исполнятся. Ламех ждал 77 поколений. Когда же его искупят от этого греха? И Христос приходит и искупает вину Ламеха. Аминь. Где это написано? В родословной. Бог простил всех 77? Да. Это ожидали? Да. Ламех сильно это ожидал. Он говорит: это я такой грех совершил. Нету никаких законов. Кто бы мог мне, как-то я мог бы искупить свою вину. Нету никаких законов. Как я искуплю свой грех? Жены, послушайте, вы свидетели мне. Я хотел бы искупить, но не смогу. Но через 77 родов мой искупитель придет и искупит мой грех. Аминь. Поэтому, друзья мои, не будем зацикливаться только здесь и сейчас. Бог искупает все вот те 77, которые до Христа были, и после Христа, сколько бы их ни было. Аминь. И вот все вот такие маленькие вещи вдруг, обращайте на это внимание. Когда вы читаете, тот-то вот родил, потом бац, вдруг странные признания в убийстве. К чему бы они? Для чего они? Но в Библии есть объяснение и для этих отступлений. Аминь. Вот такая вот странная новогодняя проповедь. Это для нас Новый год. А для Бога всегда Новый год. У него всегда новый день. Ныне я новое творю в вашей жизни. Нам не нужно ждать следующего Нового года, чтобы что-то стало лучше. У Бога каждый день новое творение я творю. Аминь. Нам не нужно сегодня, как Ламеху, говорить: только через 77 поколений я буду искуплен.
Мы говорим: Господи, спасибо Тебе, что Ты совершил мое искупление на кресте 2000 лет назад. Аминь. Живи с этой мыслью, радуйся этой мысли, этой истине и восхваляй Бога, что мы живем в очень удивительное время, благодатное, оно благодатное, это время. С чем я вас и поздравляю. Будьте благословенны, все, встаем на ноги наши и поблагодарим Бога. Если нет у кого-то что-то, какая-то молитвенная, может быть, информация, просьба, молитва, все, слава Тебе, Господи. Никто не отравился в новогоднюю ночь. Отец наш Небесный, спасибо Тебе, Господь, Ты великий Бог. Ты великий, великий Бог, Господь. Ты проницаешь всю историю земли, всю историю вечности, историю человечества. Записываешь их, Господь, для нас. Делаешь какие-то отступления, какие-то сноски, чтобы как-то в чем-то нас вразумлять, вдохновлять нас, нашу веру вдохновлять. Посмотрите на Ламеха. Он даже имел надежду на искупление и дождался этого момента. А вы живете во времена искупления всех грехов Сыном Человеческим на кресте. И Ты, Господь, напоминаешь нам об этом, говоришь. Апостолы говорят: напоминаю вам Евангелие. Господь, мы нуждаемся в этом напоминании. Напоминай нам, Господь, о великом прощении, которое Ты дал нам, о великой свободе, которую Ты нам дал, и о великом, Господь, о великом откровении о Твоем Царстве, куда Ты призвал нас всех. Тебе да будет слава за все, наш Небесный Отец. Благослови это время предрождественское, благослови нашу молодежь, которая едет в Воркуту, благослови в дорогах, благослови их общение, Господь. Благослови нашу поездку с семьей в Казань, благослови там, Господь, наше пребывание и в дорогах нас благослови. Благослови здесь остающихся, Господь, и мы хотим 7 числа быть собраны здесь, 7 числа, с 10 часов утра, чтобы праздновать Твое Рождество, наш Спаситель Иисус Христос. Аминь. Будьте благословенны. Благословите друг друга. Аллилуйя.